В год семьи, объявленный в России, хочется вспомнить о тех семьях, которые оставили свой след в истории пусть не всей страны, а в отдельной ее частичке. Таковой является эвенкийская семья Тита Степановича и Екатерины Петровны Матвеевых, которые внесли большой вклад в историю развития Алданского района и, в частности, Томмота, коренными жителями которых были кочующие эвенки. Именно в их судьбах прослеживаются те изменения, которые происходили в стране в 20-х годах и далее. Как активного комсомольца, грамотного человека, молодого Тита Матвеева направляют в Томмот, чтобы он проводил агитацию среди коренного населения, чтобы эвенки активно включались в новую жизнь. Здесь же, в Томмоте, он встретил такую же пламенную комсомолку, активистку Катю, которая стала его женой. О своей семье, о своих родителях вспоминает их дочь Марианна Титовна Габышева. Я родилась в многодетной эвенкийской семье, 10-м ребенком, 17 марта 1956 года. Отец был уроженцем Алекминского района, мама тоже из Алекминского района. Мой отец Тит Степанович рано потерял родителей в 7 лет и воспитывался у одинокого старика, который его в церковно-приходскую школу отдал и которую он закончил с отличием. В те годы шло комсомольское движение, и в 15 лет мой отец стал комсомольцем и начал вести активную работу. Он является одним из первых комсомольцев и вместе с Нартаховой, верным другом по работе и по жизни, в молодые годы они работали очень активно. В 1926 году отец был направлен по работе с идеологической линией молодежью. И в 30-е годы, когда началась коллективизация, он работал председателем колхоза имени Ленина. Награжден грамотой Сталина за то, что вырастил пшеницу и получил большой урожай в колхозе. На долю семьи Матвеевых выпало огромное испытание. Когда началась война, мой отец ушел на фронт, и сельчане попросили мою маму остаться председателем сельсовета. И когда мужчины уходили на фронт, они просили, чтобы ее, Катерина, присмотри за нашими детьми и нашими семьями. Вспоминала мама. И вспоминали многие ветераны, которые жили в этом селе. Мой отец был очень активным человеком, и он большое внимание уделял воспитанию детей и внуков. Он научил всех играть в шахматы, шашки, сам очень хорошо играл, ходил на лыжах, и мы все тоже участвовали в школьные годы в школьных лыжных соревнованиях. Наш отец, кроме этого, увлекался охотой, то есть охотился и был хорошим охотником, очень метким. И у него было много друзей, которых он обучил охотничьему ремеслу. И мужчины были очень благодарны за то, что он их обучил всем секретам охотничьего промысла. Тита Степановича во всем поддерживала его верная подруга и соратница. Моя мама Екатерина Петровна Матвеева-Габышева родилась 7 марта 1912 года. Тоже очень рано она потеряла родителей, была сироткой, была одной из первых пионерок в Якутии и была направлена по комсомольской линии в Томмотский район.
Тогда как раз открывались избы-читальни, шла работа по ликвидации безграмотности. В основном ее учениками были ее сородичи, эвенки, и они теперь с благодарностью вспоминают, что моя мама научила их грамоте, читать и писать. Сама моя мама владела 3 языками – эвенкийским, якутским и русским, и писала на латыни. Когда она работала председателем сельсовета, ее неоднократно избирали депутатом от Томутского округа, и она участвовала в Москве на съезде и выступила с просьбой, чтобы дали колхозу тракторы. Раньше тракторов не было, и она попросила еще, чтобы дали агронома, который бы приехал и посмотрел почву и помог сельчанам посадить овощи. И вот просьбу мамы услышали. Сам Калинин Михаил подходил к ней и интересовался жизнью на селе. И выполнили просьбу и отправили агронома женщину, которая приехала, исследовала почву и дала добро, что можно садить вот овощные культуры. И дали 2 трактора на село, которыми возделывали землю. Все сельчане были очень рады первым привезенным тракторам и были благодарны нашей маме, которая вот так выступила на съезде и добилась. Как говорят эвенки, ахи унякандиви карганми иркивки, то есть женщина, семейство свое трудом рук своих содержит. Наша мама была мастерицей и обшивала нас всех. Она шила пальто, шапки, унты и учила нас все это шить. Мы шили тапочки, помогали маме, и она очень хорошо вышивала, и мы тоже этому научились. Я начала шить, учась уже в 5-6 классе, и больше всего мне нравилось шить изделия из оленей шкуры. Мама сама выделывала, и мы тоже помогали ей выделывать шкуры. Так как отец был охотником, то мы из разных мехов шили шапки, рукавицы и научились шить себе унты. Мы с большой радостью помогали маме, будучи маленькими еще, шить, вышивать. Помню, как я помогала в подготовке и обработке шкуры оленей. Я резала мех, ворс, это с оленей шкуры, краила по выкройке тапочки. Затем мы много времени уделяли летом сбору ягод, грибов. Каждое лето выезжали на природу, родители вывозили нас каждое лето, и мы с большой радостью ездили. Частенько бывали на месте, где был раньше колхоз имени Ленина. И видели там сельскохозяйственные орудия, оставшиеся, и смотрели постройки. Почва там была очень хорошая, и там до сих пор растет очень много разных грибов, ягод, лук растет очень густо. Сейчас, конечно, на месте колхоза имени Ленина уже все заросло, и нам очень жалко, что вот так вот это место такое богатое осталось. Сама Марианна Титовна, как и любая эвенкийка, очень скромная, не любит говорить о себе, но кое-что мы все-таки о ней узнали. Я поступила в 1 класс и активно участвовала в всех мероприятиях, проводимых в школе, участвовала в спортивных мероприятиях, по гимнастике, ходила в Дом пионеров,
на акробатический кружок, была членом сборной школы по баскетболу, играла в нападении. Затем, после окончания школы, я поступила в Якутский государственный университет в 1980 году. И в эти годы, начиная с первого курса и до 1984 года, я работала в ССО вместе с другими моими товарищами, студентами. Тогда как раз началось движение студенческих строительных отрядов, и 4 года я была в этих отрядах, и мы работали на строительстве лабораторного корпуса СВФУ, сейчас так называется, работали на заводе, на железобетонном заводе в Даркалахе, в интернациональном отряде. Вместе с нами работали студенты, приехавшие из Таджикистана, с юридического факультета. Когда я заканчивала 10 класс, мои учителя, мой классный руководитель Юрий Николаевич Плышевский, долгое время работавший директором 8-й школы в городе Тамоти, посоветовали мне поступить на иностранный факультет имени Хошимина в городе Иркутске. Но я поступила в Якутский государственный университет в 1980 году и закончила в 1986 году, получив специальность учителя русского языка и литературы. Сразу по окончании университета по распределению нас, 4 девушек, отправили в Горный Улус. И началась работа в школе. Я работала учителем русского языка и литературы. Кроме этого, меня попросили стать учителем микрорайона в деревне. Затем работала начальником микрорайона. Когда я работала в селе Киптин, я была классным руководителем, и меня просили давать консультации по русскому языку рабочей молодежи. И там я познакомилась с моим будущим мужем Петром Кирилловичем Егоровым. Это был молодой человек, который был очень талантлив, он очень хорошо работал по дереву, и жизнь его была такая, похожа на мою комсомольскую жизнь. Мы нашли много общего, и у нас родился сын Кирилл. Он учился на 4,5, закончил Киптинскую среднюю школу и поступил своими силами. Тогда учителей информатики не было, он сам подготовился и поступил в Институт математики и информатики. А в 2009 году мы переехали в город Якутск по семейным обстоятельствам, и я нашла работу в одной из самых больших школ города Якутска, в 31-й школе, и параллельно мне предложили читать лекции студентам педагогического колледжа номер 1. И я сейчас до сих пор работаю в 31-й школе. Сейчас я работаю педагогом-библиотекарем и провожу уроки, готовлю учащихся по русскому языку к ЕГЭ и ОГЭ. Очень примечательно, что 4 дочерей Тита Степановича и Екатерины Петровны выбрали учительскую стезю. Я являюсь членом педагогической династии. Мои сестры стали педагогами. Старшая сестра Матвеева Альбертина Титовна закончила ЯГУ и университет и работала учителем русского языка и литературы. Вторая сестра Виктория Титовна Корнилова работала учителем истории и английского языка. Третья сестра Зинаида Титовна, она закончила Нанское художественное педучилище, долгое время работала в Доме пионеров и
в 8 школе. В школе номер 8 вела кружки. Сама я закончила ЕГУ по специальности учитель русского языка и литературы. Я всю жизнь проработала учителем, и я горжусь тем, что я выбрала эту работу. Потому что многие из моих выпускников выбрали педагогическую специальность и сейчас работают директорами, завучами, учителями, предметниками. Многие выбрали воспитательскую деятельность, работают в детсадах. Некоторые из них сейчас работают в университете. И я очень рада, что они выбрали педагогическую деятельность и стали педагогами. Для Марианны Титовны уроки матери не прошли даром. Она и сама стала искусной мастерицей. Она и вяжет, и шьет в эвенкийском национальном стиле, делает различные сувениры, куклы, которые всех восхищают. Марианна Титовна является участницей и лауреатом многих выставок декоративно-прикладного искусства, таких как «Сокровища Севера», «Мир Арктики» и других. Марианна Титовна Габышева верна однажды выбранному делу. 50 лет работает в сфере образования и до сих пор отдает себя любимой профессии. Она состоялась и как педагог, и как эвенкийская мастерица, и мы желаем ей творческих успехов во всех ее делах.